Республика богата водными ресурсами – реками, озерами, подземными водами, высокогорными ледниками, лечебными источниками. В гидрографическом плане большинство рек относятся к водоемам горного типа. Речная сеть относится к бассейну реки Енисей и ее двух больших притоков – Большого и Малого Енисея, и в незначительном количестве к бесточному озеру Упсунур. Насчитывается более 2000 рек и небольших речек. В верховье рек имеют плоские, часто заболоченные долины, сменяющиеся в среднем течении узкими, каньонообразными, круто падающими ущельями. В пониженных частях Тувинской котловины образовался ряд пресных и соленых озер. Среди озер выделяется высокогорное, лежащее выше границы леса, на высоте 2000 метров. Все они ледникового происхождения. Озеро Тарихоль. В летнее время года поверхностные слои хорошо прогреваются. В середине августа днем температура поднимается до 21 градуса Цельсия, при температуре воздуха 32 градуса Цельсия. Своеобразие озера в том, что оно, в отличие от соленых озер, пресноводное. В озере обитает представитель карповых рыб алтайский осман, эндемик водоемов Центральной Азии, представленный двумя формами – карликовой и крупной. Кроме этого, в озере водится обыкновенная щука, выпущенная в озеро в 1972 году. Щука хорошо прижилась в южной, монгольской части озера. В районе озера имеется много исторических памятников, курганы, стелы. Археологами обнаружены стоянки древних людей на берегу озера Тарихоль, относящиеся к периоду неолита. Озеро Чагетай. Самое глубокое и большое пресное озеро Тувинской котловины. Находится у подножья северного склона хребта Таннуола. Вода пресная. Берега, то каменистые, то песчаные, протянулись почти на 20 километров. В озере водится язь, щука, пеледь, лещ, карп. Озеро Хаден находится в 3 километрах восточнее Дусхоля. Вода слабосоленая. Ее состав сульфатно-хлоридный, натриево-магниевый. Дерматологи рекомендуют купание в озере при некоторых кожных заболеваниях. С юга в озеро впадает речка Хаден. Рыбы в озере нет. Весной и осенью бывает много уток, гусей, куликов. Ближайший аналог – известное озеро Шира, Республика Хакасия. Озеро Дусхоль. Вода озера имеет хлоридно-сульфатный, натриево-магниевый состав. В озере отмечено чрезвычайно редкое явление – гелиотермия. Чем глубже, тем выше концентрация соли и температуры воды – до 40–42 градусов Цельсия. Лечебный эффект при этом, особенно при использовании грязевой аппликации, значительно усиливается. Особенностью озера Дусхоль являются его обитатели – мелкие красные рачки – артемии. Их роль в жизни озера велика, так как они очищают воду, пропуская ее через свой организм. Озеро Чайганхоль. Очень красивое, чистейшее озеро. Расположено у одного из отрогов хребта Восточный Саян. Сухие продуваемые берега, удобные для стоянок. Живописные острова. Интересные радиальные входы в горы. Протяженность системы озер 25 километров. Наверное, самый крупный хариус в Туве на удочке до 1700 грамм.
Озеро Актыхоль расположено в межгорной впадине. Издали действительно кажется белым, так как в его водной глади отражается снежной вершины. Озеро имеет ледниковое происхождение. Владимир Путин наслаждался общением с природой в Туве и рыбалкой в компании с Сергеем Шойгу и Дмитрием Медведевым, где посетил национальный заповедник, поплавал на катере, переночевал в юрте, а также выловил из высокогорного озера щуку весом 21 килограмм. Это был очень интересный отдых. Путин, Медведев и Шойгу очень душевно общались, разговаривали, купались. А поскольку этот район абсолютно безлюдный, и что там действительно нет людей в радиусе несколько сотен километров, то наблюдается буйство природы.